Дагестан – страна гор. Что может быть прекраснее гор? Только горы. Что может быть прекраснее самых прекрасных гор? Только горы Дагестана. Так гласит горская поговорка. И тем не менее, если меня спросят, что больше всего поразило и восхитило меня в Дагестане, я, не задумываясь, отвечу. Удивительное чувство красоты, свойственное здешнему народу. Оно, это чувство прекрасного, проявляется во всем. В архитектуре, в быту, в искусстве народных умельцев, в праздничных обрядах, в одежде, в самом облике дагестанца. Даже на нас, грузин, избалованных щедрым разнообразием родной природы, своеобразный пейзаж Дагестана производит ошеломляющее впечатление. Здесь грандиозно все. И крутизна горных склонов, и возведенные на них строения. Аулы Дагестана издали похожи на пчелиные соты. Все сакли срослись в одно огромное, сплошное, многоярусное сооружение, в котором можно насчитать от 30 до 100 этажей. Надо уйти далеко, очень далеко, чтобы увидеть целиком весь аул. Этот низвергающийся каскадом водопад домов. Не бойтесь здесь лишиться зрения от красоты. Не бойтесь головокружения от высоты. Вспоминаются стихи Расула Гамзатова. Во всем горном Дагестане не найти ни одного деревянного дома. Здесь главный строительный материал – камень. Из него возведены эти поразительные аулы-небоскребы. Резной камень служит и для декоративного оформления фасадов. Арочные порталы – это лицо хозяина. Чем красивее вход в дом, чем изысканнее он обработан, тем выше слава и достоинство семьи. Почти каждый портал имеет над дверью родословную плиту. На ней имена ближайших предков, иногда до 10-го колена, чтобы потомки не забывали их. В новой кладке домов часто используются старые, порой очень древние камни. Они и украшения, и дань прежним верованиям, когда считалось, что тем самым сохраняется благополучие очага. В безлесых районах горного Дагестана кизяк заменяет дрова. В преддверии суровой зимы громадные штабеля этого своеобразного топлива сушатся на воздухе. Оставаясь верными врожденному чувству красоты, дагестанцы придумывают такие формы и узоры кладки кизяка, что и это умение возводят в ранг искусства.
Гудыкан. В Дагестане вы не сыщете аула, в котором не было бы Гудыкана. Обычно это место на главной площади аула, где собираются почтенные люди и где происходит обмен новостями и воспоминаниями, мудрыми размышлениями о прошлом, о настоящем, о будущем. Делить с людьми и радость, и горе – вот священный обычай Гудыкана. По воскресным и праздничным дням Гудыкан превращается в базар. Выступление пихлеванов, канатоходцев и акробатов – это подлинно народное зрелище. В веселье вовлечены все. Любой из зрителей может стать действующим лицом импровизированного представления. Столицей акробатов и канатоходцев в Дагестане считается аул Цувкра. Самобытному искусству пихлеванов здесь учат с детства. Говорят, что в Цувкра днем рождения ребенка считается тот день, когда он впервые прошел по канату. В этом нет ничего удивительного, ведь цавкринцы на канате чувствуют себя увереннее, чем на земле. Если все жители аула Цувкра канатоходцы, то все жители аула Кубачи златокузнецы. И здесь днем рождения ребенка считают не тот день, когда он появился на свет, а тот, когда он рядом с мастером сел за верстак. Тонкое, изысканное искусство кубачинских златокузнецов получило в наше время поистине всемирное признание.
Камнерезное искусство является одним из древнейших видов народного творчества дагестанцев. Здешние надмогильные памятники, стелы, великолепные образцы монументально-декоративного искусства. Балхар. Аул гончарных дел мастериц. В этом ауле вы не найдете женщины, которая не владела бы гончарным ремеслом и не умела бы украшать сосуды красивым орнаментом. Зайдите в первую попавшуюся саклю, и вы увидите настоящий музей гончарного ремесла. Горшки эти сделаны самой хозяйкой, или ее матерью, или бабушкой, или даже прабабушкой. Раньше в Балхаре самой желанной невестой считалась девушка с широкой ступней. С такой можно было жить, как говорится, на широкую ногу. Она больше бы намесила глины, увеличив тем самым доход семьи. Рахата аул мастериц Бурок. Глядя на нелегкий труд этих славных девушек, проникаешься к ним огромной симпатией, уважением и любовью.
200 лет назад в баварском селении Унцукуль возник деревообделочный промысел. Из тростника изготовляли ручки для нагаек, трости, стеки. Позже аварцы стали украшать свои изделия инкрустациями медью, мельхиором, серебром, рогом, костью, бирюзой. Один из великолепных образцов этого уникального искусства хранится в Москве, в Кремле. Это чернильный прибор, преподнесенный Владимиру Ильичу Ленину унцукульскими умельцами в 1921 году.